Соревнования проходили в разное время и в разном режиме. К примеру, Марик Джабиев, выпускник школы номер 1, в первый день соревнований за несколько часов должен был сделать 2 пирога с тыквой, 2 с фасолью, 2 с капустой и 6 треугольных с сыром. Счастье, радость, стресс, нервы и даже слезы, порезанные руки – здесь было все. Наш конкурсант достойно проходил абсолютно все испытания, заканчивал в числе первых, и его работы были одни из лучших. Помимо соревнований, здесь каждый день проходили круглые столы с участием представителей Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, депутатов, а также представителей образовательных учреждений. Здесь в своем выступлении директор Схимвальского многопрофильного колледжа Лира Кузаева отметила, что несмотря на то, что наши участники чемпионата первокурсники и полноценному учебному процессу помешали карантинные мероприятия, все же благодаря самоотверженной работе педагогов и мастеров наша республика выступила на чемпионате достойно. Я должна прежде всего искренне поблагодарить Алана Лазаревича за то, что с 2014 года он, Схимвальский многопрофильный колледж, не оставляет без внимания и всегда инициирует участие наших студентов в этом потрясающем чемпионате. Вне конкурса, да, но тем не менее это большой стимул для наших детей, для наших студентов. Задача же конкурса портных была в пошиве летнего пальто. Молодая, но талантливая Мерседес Тедеева, выпускница школы номер 3, со своим заданием справилась на отлично. Женское летнее пальто на частичной подкладке, карманы, воротник, ремешок, кантовка, борт, застежка и глажка. Все было выполнено качественно, красиво и аккуратно. Именно так о ней отзывается эксперт из Ардона Светлана Абаева. Очень способная. Есть некоторые моменты, над которыми можно будет поработать. У нее все получалось. Работала она аккуратно, то есть у нее все получалось хорошо. Работа хорошая. Знает человек технологию обработки, технологию раскроя. То есть она делала все аккуратно. Провести разборку двигателя, диагностику, определить неисправности и устранить их, провести необходимые метрологические измерения, регулировки, провести сборку в правильной последовательности. Все это и не только оказалось для Валерия Джиранова, выпускника Знаурской средней школы, несложным и не составило никакого труда. Спокойно сосредоточившись, набрал почти все баллы. Высокую подготовку конкурсантов из Южной Осетии отмечали и другие эксперты, а также директора образовательных учреждений. Надо сделать так, чтобы участники Южной Осетии имели право находиться на конкурсных площадках на равноценных правах, отметил директор Владикавказского торгово-экономического техникума Валерий Абиев. Сегодня моя задача и задача всего сообщества сделать так, чтобы Южная Осетия либо сама открыла двери для международного движения WorldSkills и стала своей суверенной площадкой владеть, либо надо сделать так, чтобы участники Южной Осетии имели право находиться на конкурсной площадке на равноценных правах участников всех российских регионов. Это надо сделать обязательно. Сколько лет подряд Южная Осетия должна участвовать вне конкурса, а это бойцы невидимого фронта. Это неправильно. В заключении было сказано, что администрация Схимвальского многопрофильного колледжа будет ходатайствовать и искать пути вхождения Южной Осетии в WorldSkills. Сима Техова, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.